телеканале Якутия-24 программа «Итоги дня» с Владом Давыдовым. Смотрите в выпуске. Меры усилены. В районах республики ведут активную подготовку к паводковому периоду. Как идет работа? Отставания от графиков нет. В Якутске полным ходом идет строительство второй очереди кардиологического диспансера. Каким будет объект? Сезон открыт. Укравтодор начал ремонтные работы на территории региона. Какие намечены объемы и планы? Осторожно, мошенники. С начала текущего года у жителей Мирнинского района обманом похитили уже более 14 миллионов. Какие способы используют чаще? Собачий вопрос. Жители жалуются на стаи безнадзорных животных, свободно разгуливающих по улицам. Админкомиссия провела рейд. В Якутии продолжаются командно-штабные учения сил по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья. К месту условного происшествия был выдвинут пункт управления и аэромобильная группировка министерств и ведомств, входящих в якутскую территориальную подсистему РСЧС. В рамках учений отработано межведомственное взаимодействие, организация связи с органами управления, уточнены планы по срокам и объемам привлекаемых в случае ЧС сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Основной этап учений пройдет завтра, а там сотрудники продемонстрируют свои профессиональные навыки. Мероприятие сегодня у нас проводится на всей территории, но в частности обращено внимание на Ленский район, Амгинский район, Вилюйский район и Среднеколымский район, где паводкоопасный период ожидается сложный в этом году по прогнозу, предварительному прогнозу. Но прогноз еще якутский гидромет нам выпустит 16 апреля. На этом этапе задействовано свыше 1000 человек личного состава, 258 единиц основной техники. Также задействовано две беспилотных авиационных системы, 32 единицы плавательных средств и одно воздушное судно Ми-8 МЧС России. Улицы Якутска оказались в воде после таяния снега. В социальных сетях распространяются множество видео, в которых водители жалуются на гололеды и наледи на асфальте по утрам и огромные лужи на дорогах, как только погода становится теплее. Всему виной количество осадков. Только за минувшие выходные в столице выпала месячная норма снега. Несмотря на то, что уборку и расчистку снега проводили в 3 смены, работали 80 единиц техники, этого оказалось недостаточно. Сейчас городское хозяйство активно проводит работу по откачке талых и ливневых вод. На сегодня у нас заключены муниципальные контракты, определена подрядная организация, у нас жилкомсервис. Прямо сейчас на линии 9 фекальных машин, как вы видите, вот за моей спиной они сейчас отрабатывают по заниженным местам города Якутска у нас. Помимо этого у нас по внутриквартальным территориям управляющей компании поставили мотопомпы, территориального органа управления, они с помощью своих сил, с привлечением подрядных организаций также отрабатывают по внутриквартальным территориям. Помимо этого необходимо отметить, что у нас ведется работа и по прочистки и отогреву лотков. Вы знаете, у нас по городу примерно 45 километров лотков. Из них на сегодня готово 16 километров, что составляет примерно 35%. Соответственно, по этим лоткам у нас все талые воды, лужи, которые будут откачиваться, они все будут перекинуты через систему лотков на горканал и дальше уже, соответственно, будут отводиться. Управление автомобильных дорог республики открыл сезон ремонтных работ на территории региона. Всего за этот год планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние более 216 километров дорог по всей республике. Все это в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В теме разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сезон ремонта в управлении автомобильных дорог республики открывают с этого месяца. Так, на автодороге Хатасы регионального и межмуниципального значения начались работы по благоустройству, начиная от 0-го километра. Сегодня здесь идет подготовка для устройства 2 новых водопропускных труб из гофрированного металла. На данном объекте мы уже дошли до низа отметки трубы двухочковой диаметром 2 метра. И планируем дальше разработать под подушку котлован под цементогрунт и в дальнейшем уже установить трубу и засыпкой.
сейчас вот уже идет к завершению, и работа будет на двух водопромысловых трубах. Это значит первая вот на реке Шестаковка. Дальше там у нас есть еще в одном месте полутораметровая труба. И самая главная задача — это до паводка нам необходимо все эти работы по водопропускным трубам завершить. А после восстанавливать земляное полотно, стабилизировать и укреплять грунт неорганическими вяжущими материалами. Кстати, данную технологию в управлении начали применять с 2019 года. По их словам, это максимально выгодный вариант, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. В первую очередь это экономия бюджетных средств. Во-первых, почему это идет? Это значит применение инертных материалов, оно уже по минимуму. Значит, основание, которое здесь лежит, вот это асфальтировано, оно будет, по-простому говоря, дробиться и смешиваться с цементом. То есть бетонное основание у нас будет происходить, а дальше уже и на нее налаживаться асфальт. Значит, мы не ввозим сюда материалы. А уже летом здесь начнутся работы по асфальтированию, обустройству примыканий и пересечений, нанесение разметки. Далее до 15 октября планируют монтаж автопавильонов, укрепление обочин, установку дорожных знаков и уличного освещения. В целом, в рамках национального проекта в этом году планируется привести в нормативное состояние порядка 216 километров дорог республиканского значения. В основном эти работы будут проводиться на автодорогах Умнас, Нам, Яна, Анабар, Абалах, Мюрю. Вот. И сегодня уже на 14 объектах из 24 начаты работы. Вот. Законтрактованы вообще все 24 объекта уже в феврале-марте месяце. На эти цели сегодня предусмотрено более 2 миллиардов рублей, из которых 496 миллионов из федерального бюджета. По словам генерального директора Управления дорог республики, все работы идут по плану и должны быть завершены к сроку. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. 30 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Из них в Якутске 19 случаев. Всего в республику поступило 110 812 доз вакцины против коронавируса. Первую вакцинацию получили 84 010 человек, второй компонент 53 628 граждан. Таким образом, использовано 76% от поступившей в республику вакцины. Приоритетом для учреждений здравоохранения является вакцинация граждан пожилого возраста. На настоящий момент 19 418 граждан старше 60 лет получили первую вакцину. И данные граждане, соответственно, уже более являются защищенными, как с точки зрения непосредственно в последующем возможного заражения, так и с точки зрения тех действий, которые они могут совершать относительно ограничений, установленных указом главы Республики Саха-Якутия. Новое подразделение отделения лекарственного обеспечения и централизованного разведения химиопрепаратов открыли в республиканском онкологическом диспансере. В отделении оборудован специальный кабинет, оснащенный ламинарной камерой, автономной вентиляционной системой, что исключает попадание токсичных веществ в общий воздухообмен стационара. Это нововведение позволяет максимально обезопасить как больных, так и медперсонал. Таким образом можно добиться рационального использования химиопрепаратов, снизить рабочую нагрузку медицинского персонала учреждения. Тем временем в Якутске полным ходом идет строительство второй очереди кардиологического диспансера на 150 мест. Бригады прокладывают электрику на лестничных площадках, ведут работу по устройству стяжки. Кроме того, идет прокладка вентиляционных каналов. По словам строителя, необходимые материалы предоставлены, отставания от графика нет. Общая площадь кардиососудистого центра составляет более 15 000 квадратных метров. В состав комплекса входит блочно-модульная котельная, пункт для хранения кислородных баллонов. Кроме того, имеется склад жидкого топлива на 50 кубических метров и дизельная электростанция. Напомним, строительство объекта началось 2 года назад. Ввод диспансера в работу планируется в конце этого года.
Но на сегодняшний день стройготовность объекта составляет 57%. Согласно графику производства работ, подписанным контрактом о СК-СТ у нас идет согласно графика. Все строительные материалы, которые необходимы для работы, они уже здесь на объекте находятся. Объект тепло было запущено в прошлом году, в ноябре месяце. То есть работы они не останавливались. Отличительно от других объектов, рентгензащита, она предусматривается нескольких видов на полу, потолках, на стенах. Там у нас идет баритовая штукатурка, свинцовые панели. Социально-реабилитационный центр для детей в Ленском районе после переезда окончательно обустроился. Центр – единственное социальное учреждение района, где ведется комплексная работа по реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. За годы учреждения более сотни детей устроены в приемные семьи, продолжит наш корреспондент. Сегодня в реабилитационном центре светло, тепло и очень уютно. Такого комфорта у его постояльцев дома нет точно. Детишки проживают здесь, изъятые из социально неблагополучных семей, чаще по причине употребления родителями алкоголя. Сегодня здесь ни много ни мало 19 человек. Большая часть из них поступила буквально на днях. У нас детки с 3 лет до 18 лет. До 18 лет. Очень грустно бывает, когда дети от нас уезжают в детские дома, когда мы не нашли решения дальнейшей проблемы устройства ребенка. Очень грустно бывает, но на сегодняшний день такие случаи тоже есть. Многие дети сами не желают возвращаться домой, где их ждет нелицеприятная картина. Они предпочитают оставаться в центре, где нет пьяных родителей и всегда приготовлена горячая еда. Здесь действительно созданы все условия для комфортного нахождения детей. Просторные спальни и классы для занятий, оснащенные оборудованием для качественной реабилитации детей, столовая и спортзал, медицинский кабинет и кабинет психолога, который для детишек этой категории очень необходим. То есть это когда начинается возраст 12-13 лет, то есть пубертатный период, возникают определенные проблемы. Очень часто самовольные уходы, то есть это может быть употребление ПАВ. Сейчас есть такая тенденция, что дети поступают с интернет-зависимостью. Чтобы никто не оставался без дела, каждый день у ребят расписан. Во время нашего прихода кто-то был в школе, кто-то играл в компьютерные игры. Мальчики делали уроки, а вот 2 брата, только поступившие на днях в центр, строили ракеты. 3, 2, 1, пуск! Ракета летит! По словам директора учреждения, сегодня большинство детей возвращается в свои семьи. Это, конечно, радует. Многие берут в опекунские. Но хочется, чтобы и детей, отправляющихся в детские дома, стало тоже меньше. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Семьи с детьми от 3 до 7 лет могут обратиться за перерасчетом ранее назначенной выплаты в течение этого года. Заявление можно будет подать через портал госуслуг после 1 апреля. Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе, и если семья соответствует критериям нуждаемости, будет рассчитан необходимый размер выплаты и произведен перерасчет с начала года. Выплаты будут назначать в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Ну а дети из многодетных семей получат приоритет при поступлении в вузы. Такой законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте. Его авторы предлагают предоставить детям из многодетных семей преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Его порядок установит потом правительство. Регионам предлагают проверять основания отсрочек от армии, проводить контрольные медосвидетельствования призывников, получивших отсрочку от военной службы, могут по инициативе призывных комиссий. Такой законопроект правительство планирует рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Государственной Думы во 2-м чтении. Правильность предлагается проверять изучением личных дел и меддокументов. В случае выявления нарушений проведут контрольное медицинское освидетельствование призывника. В Кабмине уверены, что этот законопроект поможет снизить коррупционные риски при проведении медосмотра призывников. Компания «Сахалипснель», резидент ТОР «Индустриальный парк Энгаласы», производит твердотопливные котлы длительного горения. За несколько лет компания выросла до предприятия с собственным производством. Наш корреспондент Виктория Федорова встретилась с представителями этой компании и оценила работу производимых ими котлов.
На производственной площадке работа кипит с раннего утра. Спрос на чудо-котлы среди якутян растет. Ведь такие печи адаптированы под суровый якутский климат. Зимой в минус 50 достаточно подкладывать топливо всего один раз в сутки. Отапливаются котлы как на угле, так и на дровах. Технология используется верхнего длительного горения, и за счет этого у нас достигается продолжительность горения до 3 суток на одной закладке угля. То есть у нас котлы реально прошли испытания полюсом холода. У нас в Аймаконе стоит уже более 60 котлов, и уже в течение 5 лет они уже отапливаются. Буквально на днях 16 таких котлов были отправлены жителям села Яжанцы Усть-Майского района. Их установят в домах, которые не подключены к центральному отоплению. Исходя от отзывов покупателей, которые раньше покупали наши котлы, мы уже полностью адаптировали и изменили, усовершенствовали котлы под наши условия. Поэтому уже практически сейчас ничего не меняем. И с каждым годом отзывы все лучше и лучше. Кроме того, котлы длительного горения уже давно зарекомендовали себя и за пределами республики. С 2018 года начали активную продажу за пределы Якутии. В это время у нас функционирует 42 дилерских центра по России. И планируем уже поставлять за пределы, то есть Казахстан, Монголию и Киргизию. На сегодняшний день компания выпускает котлы мощностью 10, 20 и 40 киловатт. Особая ответственность возлагается на электрогазосварщиков. Георгий Амосов работает здесь уже 4-й год. В день через его умелые руки проходят примерно 2 котла. Моя работа заключается в проведении сварочных работ, чтобы котлы нашего производства были герметичны и эффективны, и самое главное – надежные. С 2019 года компания работает по госпрограмме Министерства ЖКХ Республики, направленной на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Рассчитана она на 2019-2024 годы. На сегодняшний день компания установила уже 244 котла в разных уголках республики. В этом году программа также продолжит свою работу. Заявки будут приниматься в Министерстве ЖКХ и Республики уже со следующего месяца. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Социальные предприниматели арктических районов Якутии могут получить гранты до 1 миллиона рублей. Претендовать на такие субсидии могут следующие субъекты малого и среднего бизнеса: инвалид 1-й и 2-й категории, ведущий деятельность в сферах производства, товаров и предоставления услуг, также субъект социального предпринимательства, ведущий уход и присмотр за инвалидами, пожилыми людьми и лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации без определенного места жительства. Прием документов на получение статуса социального предприятия проводится до 30 апреля текущего года. С начала текущего года у жителей Мирнинского района мошенники похитили более 14 миллионов рублей. Самый распространенный вид мошенничества по-прежнему остается звонок из банка в кавычках. На втором месте обман при купле или продаже вещей в интернете. Также уверенно набирает обороты лжеброкерство. В преддверии сезона отпусков активизировались сайты-двойники по продажам псевдоавиабилетов. Так, жительница Мирнинского района стала жертвой мошенников, приобретя авиабилет на фальшивом сайте, который привлек ее внимание низкими ценами и специальными предложениями. Гражданам были причинены крупный ущерб. Это звонили якобы со Следственного комитета России, представлялись, якобы у них были возбуждены уголовные дела, и гражданам якобы также полагалась компенсация в размере до 500 тысяч, доходило и до миллиона, разные суммы. Граждане, сами не подозревая того, что они разговаривают с мошенниками, предоставляли и свои реквизиты банковских карт и вносили денежные средства, дабы получить какую-то компенсацию. Вопрос с безнадзорными животными в Алданском районе не теряет остроты. Жители жалуются на стаи собак, свободно разгуливающих по улицам города. Административная комиссия с участием специалистов ветеринарии и сотрудников МВД совершила рейд. Репортаж Татьяны Вахниной из Алдана. Незнакомцев здесь встречают, хотя и без агрессии, но настороженно. Территорию многоквартирного барака собаки считают своей, и чужаков здесь быть не должно. Визитеры пришли к хозяйке. Вопрос касался как раз самовольного выгула собак.
Как видите, собаки нарушают благоустройство двора, растаскивание, мусор. Я думаю, что этой женщине все-таки будет выписан штраф за самовыгул собак. Без лишних пререканий хозяйка заперла часть питомцев. Степенный шкет и резвые щенки пока остались на свободе. Хозяйка пообещала их убрать сейчас, но они до сих пор и бегают. И я считаю, что нужно применять жесткие меры административного воздействия на наших граждан. Тогда они немножко будут задумываться, выпустить свое животное или нет. Комиссия в составе старшего ветеринарного инспектора, представителя службы отлова, сотрудников администрации, депутатов горсовета и участкового уполномоченного совершила рейд по адресам, где обитают стаи безнадзорных собак. Проверка была проведена по заявлениям жителей. Каждый раз у нас проблема, это, конечно, основная хозяйские собаки. Потому что из, например, 5 привезенных голов в приют взрослых собак, то есть 4 собаки в любом случае с ошейниками. Ну и мы сами люди виноваты в том, что мы делаем. Члены комиссии решали собачий вопрос по-человечески, с хозяевами. Специалисты напоминали заводчикам об их обязанностях, включающих регистрацию и вакцинацию питомцев, а также соблюдение правил выгула и содержания. Безнадзорное четвероногое подлежит отлову и помещению в пункт передержки. Хозяева обязаны своих животных держать, во-первых, на привязи, во-вторых, зарегистрировать их в управлении ветеринарии, поставить на учет, во-вторых, прочипировать свое животное и поставить бесплатную прививку против бешенства. Это обязаны они сделать. Стоит отметить, что не все заявления отличались корректностью. В качестве потенциально опасного места было указано пепелище двухэтажки. Согласно заявлению жителей, стая собак обитает в руинах сгоревшего дома. Рядом находится школа и жилой квартал. Бродячих животных, однако, здесь явно нет. Не обнаружено и следов их постоянного пребывания. В ближайшее время комиссия планирует провести еще один рейд с отловом безнадзорных животных и с чипированием четвероногих. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Российский оперштаб принял решение о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Наша коллега из Нерюнгри Ирина Кичигина встретилась с представителем турагентства, чтобы узнать, какие альтернативы могут рассматривать те, кого коснулись эти ограничения. Авиасообщение с Турцией и Танзанией приостанавливают с 15 апреля по 1 июня. Правительство поручило Ростуризму подготовить предложение о помощи купившим путевки в этот период, включая финансовую поддержку. Но как же быть тем, кто уже вот-вот должен был отправиться на отдых в этих направлениях? Мы спросили у представителя турагентства «Хикари Плюс» в городе Нерюнгри. С туристами, у которых сейчас находятся на руках путевки, сейчас проводятся работы. Им предлагается перебронироваться на другие открытые направления в те же сроки, в которых был запланирован отпуск. Также им предложен перенос тура на более позднее время. По поводу возврата денежных средств, этот вариант тоже рассматривается. Туроператоры сейчас принимают решение, как будет это осуществляться. Среди туристов есть и те, для кого заграница не является приоритетом в выборе места отдыха. Достойно можно отдохнуть, даже не выезжая за пределы республики. Что же могут предложить агентства по туризму в Якутии как альтернативу для тех, кто только планирует свой отдых этой весной и летом? В этом году мы предлагаем нерюнгринцам 2 варианта отдыхать на Ленских столбах. Это на комфортабельных круизных кораблях и на наш остров. Туристы могут порыбачить, съездить на Ленские столбы, ознакомиться с древнейшими памятниками природы, наскальные рисунки. Хангаласский улус – это очень, по туристическим меркам, это самое лучшее место. Как бы вы ни планировали свой отпуск, главное – провести его безопасно, комфортно и с пользой для здоровья. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Таковы итоги дня сегодня. Напомним, что завтра на телеканале Якутия-24 будет профилактика до 12:00. Эфирное вещание будет таким образом ограничено. Отменяются выпуски утренних передач «Утро Якутии», «Новости», «Актуальное интервью» и «Ice News». Таковы новости к этому часу. До встречи.